Архитектура – значимая составляющая в жизни человечества. Это древнее искусство строительства, проектирования различных сооружений и зданий по всему миру. Конечно же, древний город Сухум тоже часть исторического наследия. Зрителей, посетивших лекцию, ждал приятный подарок – книга под названием «Архитектура Сухума». У каждого обладателя книги была возможность до начала мероприятия получить автограф от самого автора. Аудитория с интересом слушала не только лекцию, но и могла увидеть старые фотографии города. Манана Кокоски рассказала о том, как появилась идея создания книги. Это моя плановая работа в Абиги. Но когда я стала копаться в протоколах, документах, в газетах, путеводителях, я увидела, что набирается очень интересный материал. И думаю, что ж самой только лицезреть это, когда надо людям показать. Тем более, что этот период не исследован в Абхазии. Сухум – это последнее название города. На протяжении своей долгой истории столица Абхазии называлась по-разному. Аку, Диаскурия, Севастополь, Сухум-Кале и не только. Менялся и внешний облик города. Город Сухум, который вы сейчас видите, он возник совершенно недавно. Хотя нашему городу 2500 лет. Но вот те постройки, которые вы наблюдаете, это постройки после последней русско-турецкой войны 1877-1888 года. Эта война шла 1 год, но она уничтожила наш город. Те люди, которые строили здесь дома первые, они приглашали российских архитекторов, очень продвинутых для своего времени. И эти люди нам построили те самые дома, которыми мы сейчас с вами любуемся. В своей лекции Манана Кокоскир рассказала об архитектуре зданий ЖД вокзала, администрации Сухума, железнодорожной платформы ГУМа и многих других построек столицы. Это один из эскизных проектов. Вот такой мог быть у нас дом правительства. Вот я нашла этот проект. То есть вот тот же Ленин. И посмотрите, какой он был, да, камерный. Но этот не прошел проект. А какой прошел? Вот это тоже из этой серии. Вот такой предлагали советские архитекторы в 1933 году. Вот он, наш проект, который победил. Для того, чтобы построить этот дом, была создана организация, называлась «Управление по постройке Дома правительства при ЦК СССР». Вот они, эти строители. Также в ходе лекции Манана Кокоски рассказала о приезде Алексея Шуйсова, знаменитого советского архитектора, и о том, как его приезд повлиял на архитектуру города. В 1930 году сюда приехал Щусев, знаменитый академик архитектуры. Это автор разработал обязательные нормы архитектуры для всех городов Советского Союза. Представляете, автор вот этого, учебника по архитектуре. Он приехал сюда в 30-е годы, сам прошелся по берегу, по улицам. И вот его советы были просто гениальные. И вот то, что мы сейчас видим в Сухуме, в принципе, это его заслуга. Благодаря лекции Мананы Кокоскир молодое поколение получило возможность узнать больше об исторических и архитектурных зданиях Сухума. Их уникальность и удивительная история напомнила о необходимости сохранения культурного наследия нашей страны. Айлита Арутюнян, Ахрамичба, Абхазское телевидение.